Участнику СВО из Мелеузовского района за счет Госфонда «Защитники Отечества» приобрели современную инвалидную коляску. После ранения, полученного на передовой, не может ходить, но боец старается жить полноценной жизнью, и в этом ему помогает филиал Госфонда в республике. Воину и его семье и дальше будут помогать в решении социально-бытовых вопросов. Моя коллега Камила Камильянова пообщалась с военнослужащим. Тяжелое ранение не мешает заниматься спортом. Ильдар Кабиров ушел на СВО в 2022 году. В составе танкового батальона освобождал территории ЛНР и ДНР от украинских националистов. Через месяц этого же года получил тяжелую травму, которая лишила его возможности свободно передвигаться. Меня там ранила сначала птичка, которую я хотел подбить, которая надвисла над ребятами. Она меня заметила, так как я гранатометчик, я с собой 2 гранатомета брал, то есть один огнемет, другой гранатометный. Вот. И она в подлете на меня все равно гранату скинула. Граната попала в голову, вот. И тут же свист, и меня уже минометом добивали. После госпитализации, перенеся 5 операций, ему поставили штифт на голень и срастили мышечные волокна. Медико-социальная экспертиза установила 2-ю группу инвалидности. У Ильдара отсутствует 10 сантиметров большой берцовой кости. Теперь боец может передвигаться только на инвалидной коляске или костылях. Вот здесь пороги высокие. Здесь я уже на костылях. Поддержку Ильдару в тяжелой ситуации оказывают родные и близкие, мама и брат. Вместе они обратились в фонд «Защитника Отечества» с просьбой оказать содействие в приобретении электрической коляски. Очень скоро устройство уже было у них дома. На нем можно преодолеть ступеньки, подняться по пандусу, быстро передвигаться по двору и улице. Управляется коляска джойстиком. И отправляемся в путь. Сигналим, чтобы кошки нас не преследовали. Заряд батареи коляски хватает на 40 километров, что позволяет не только доехать до ближайшего магазина, но и спокойно гулять и проводить время с семьей. Мам, ты в магазин сходим? Сходим. Квас купим? Да. Помимо коляски, фонд «Защитника Отечества» обеспечит Ильдара Кабирова всей необходимой техникой. Уже в скором времени ему установят умный дом. Робот-пылесос, центр управления, умную колонку и выключатели, розетки и цоколи. Пользоваться всем боец сможет через смартфон. Оформили заявки на получение транспортного средства, заявки на получение умного дома, адаптация жилого помещения под нужды инвалида. И, соответственно, очень быстро все решили, все потребности. Для того, чтобы он жил полноценной, обычной жизнью. Фонд защиты Отечества в лице Ляйсан и Альбина, которые увидели мою боль, в общем, и сделали меня чуточку мобильнее, отчего жизнь начинает налаживаться. Принять участие в программе фонда по адаптации жилья могут участники СВО и члены их семей. Для этого необходимо обратиться к своему социальному координатору или в региональный филиал фонда «Защитника Отечества» по адресу город Уфа, улица Мингажева, 107. Камила Камильянова, Виктор Меренков, Марат Хамитов. Новости, Мелеузовский район.